За последние 2 года аресты и приговоры к тюремному заключению по необоснованным обвинениям в Восточном Туркестане достигло рекордного количества. По официальным данным Статистического бюро правоохранительной и судебной структур Уйгурского региона, число задержанных и отправленных в так называемые школы профессиональной подготовки превысило 2 миллиона человек. Для тотального контроля мусульман Восточного Туркестана китайские власти создали огромную сеть из лагерей перевоспитания и исправительных колоний. Спецслужбы Австралии заявили, что за кибератаками, организованными против парламента и 3 политических партий страны, стоит китайская разведка. По меньшей мере 5 источников, связанных с расследованием инцидента, сообщили, что Комитет государственной безопасности Австралии пришел к такому выводу еще в марте. Однако в целях обеспечения дальнейшего экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой информация держалась в секрете. По предварительной версии, кибератаки были организованы Министерством государственной безопасности Китая. Официальное представительство премьер-министра Скотта Моррисона не подтвердила информацию о закрытых переговорах руководства страны с представителями Китая. По сообщениям пресс-службы государственного пограничного подразделения Киргизстана, в результате стрельбы таджикских военных по сторожевым постам Сай и Максат, расположенным в спорном участке поселка Лейлек, погиб 1 и ранено 6 киргизских солдат. Премьер-министр Киргизстана Мухаммедкали Абылгазиев приказал усилить охрану и оборону государственных рубежей. Власти Саудовской Аравии пригласили в страну международных специалистов для расследования дела в связи с организованными воздушными атаками на 2 нефтяных предприятия национальной компании Сауди Арамко. Президент США сделал следующее заявление: Иран отрицает свою причастность к атаке, но в ближайшее время все станет ясно. В свою очередь, министр иностранных дел Китая назвал заявление Трампа безосновательным и призвал стороны к сдержанности. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что информация об организаторах атак на нефтяные предприятия Саудовской Аравии противоречива, и призвал не делать поспешных выводов. Серийное производство российских зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» начнется в 2020 году. Во время интервью телеканала РБК один из представителей Российской Федерации заявил, что не исключает возможности производства комплектующих С-400 в Турции. Разработанные для смены С-400 зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» будут использоваться в обороне страны по меньшей мере 25 лет. Начиная с 2017 года военно-воздушные силы Российской Федерации проводят в Тверской военно-воздушной академии обучение специалистов, которые займутся серийным производством новых систем. С-500 способна поражать любую цель на расстоянии до 600 км и набирать высоту до 40 км.